Ну и снова здравствуйте. Мы вот такой дружной компанией. Там вот Санек, студент. Уже не студент, уже дипломированный специалист. Иван Григорьевич. Ну и, конечно же, я. Едем сегодня за живцами, потому что на Печоре за мальками, то бишь гальян речной. Ёрш у нас есть там. Здесь немного, правда, ерша поймали. Вчера проверил, что смог, насадил, что нет, так нет. Рыба здесь не клюет, так что поедем рыбачить туда. Но в первую очередь нам нужны мальки, то бишь гальяны. И наша сегодняшняя задача поймать. Взяли два больших ведра, 2 маленьких. Постараемся. Взял сачок. Сачок не взял, Вань. Стоп. Сачок не взял. Ёпрст, возвращаемся. Вот так вот. Если бы не камера, мы бы, конечно, уже поехали без сачка. Так хоть вовремя вспомнили. Ну я ж тебе сказал сачок. Сачок, да, ну ты говорил, ну видишь, вы меня торопите постоянно. Возвращаемся с сачком. Ну вот, теперь мы едем, опять едем, теперь уже с сачком. Вернулись, взяли сак. Сачок большой, сачище раскладной для мальков. И теперь мы уже едем. Размер сачка? Ой, большой, полтора на полтора, наверное. А, полтора. Так что придется нам долбить здоровенную прорубь опять. Ну ничего, нам не привыкать, я уже третью. Нырнуть, посмотреть, если там... Глянуть. Если там... Стоп! Мешают нам еще всякие такие вот если там... машины ездят. Пропускай их потом. Вот, если там малек, будем на морду ловить. Все. Вода холодная. Ну и снова здравствуйте. Как вы догадались, мы опять на реке Печора. И как всегда уже темно, так как день короткий. Тем более сегодняшний день не обошелся без приключений. Мы это, не знаю, видно, не видно, но Иван Григорьевич, Саня, Калина и, конечно же, я втроем. И приехали опять с приключениями. Так что приступаем к проверке палок. Доехали до палок. А теперь коротко вам скажу, на чем мы приехали. А мы приехали сегодня на моем урагане, так как у Ивана Григорьевича на бурлаке бачок потек. Начались у него... Что у него начались, Вань? Течка началась у бачка, короче. Пришлось опять поставить бурлака на место. И вот он мой ураган. И те, кто злорадно говорили, да твой ураган не на ходу. Да он жив и будет жить. Просто у него время еще не пришло. Все катались на более младших братьях, которые послабже. А теперь вот настало время для урагана, потому что бурлак немного заболел. Иван Григорьевича надо будет немного его полечить. Так что будем кататься пока на урагане. Температура сегодня у нас теплая, но с ветром. Идет дождь, температура где-то +1. Вот такой вот липкий снег. А лунки промерзшие. Так что приступаем к проверке. И эта камера запечатлит все интересные моменты. Все, поехали. Вот помните, мы с Саньком кидали ловушки на мальков. Вон влетело. В основном в одну ловушку все были пустые. В 2 было по одной, а в одну вон влетело штук 30. И 2 ерша. Так что сегодня мы будем второй крючок насаживать на малька. И завтра уже будет надежда, что что-нибудь да интересное может попасться на крючок. Первый на ерша, второй на малька. Тут у нас где-то маленький налимчик был. Вот он еще плавает. Ёршик сдох. Короче, рыбу в корыто. Так, здесь у нас тоже ёршик был. Это сюда. Здесь близко возле берега рыбы походу нет. Надо переставлять. Этим займемся уже завтра. Сегодня уже не будем этим заниматься. Берем ершей из тюрьмы.
Завтра, надеюсь, мы их опять поймаем. Вот так вот. Пока выключаемся. Так, у нас тоже тюрьма. И даже... А нет, никого. Ну, крючок пустой. И этого кто-то подсосал. Ну и ладно. Опа. Вода упала, лед подсел немножко. А налима нет. Нет, нет, а налима нет. Так, здесь что-то есть. Такой вот налимчик. Опа, и второй. Второй уснул. Таких два налимчика. Ну-ка. Жабры белые, так что пойдет. Ну, свежий еще, нормально, вообще не пахнет. Пойдет. Если не пойдет, собачки пойдет. Вот первый улов. А этот вон на какой большой крючок заглотил. Ух ты, как запутал кто-то. Вот он. Кто запутал? Ох ты, как слабо попался-то. Еле-еле держался. Но ты был наш. Полезаю в кузовок. Скадан. Так, что-то есть. Скадан. Тоже взял за кубу. Но он наш. Не, где-то кило 200, наверное. Скадан. Тянет, блин, налим сушину туда. Никто ее не тянет. Не тянет никто. Никто не тянет. Ёрш тянул, наверное. Да, здоровый. Ну давай хоть... Вот на свежем месте. Да, переставленная палка. Не будь моталкой, будь хороший. Да, палка ведь хорошая. Дай налима. Опять скажет Иван. Длина такая. Иван скажет, молитву опять не прочитал. Читал он тут всю дорогу, блин. О, вот он. Что-то есть вроде бы. Или что это? Бля. Что-то есть небольшое, но вот он. Нормально. Съедобный. Съедобный, главное. Скадан. Да, Иван. Вася. Григорьевич не зря молитву читал тут всю Ну. дорогу, блин. Именно вот этой лунки. Да, вино вот это было. Читал. Царица Печора дала ведь на уху. Конечно? О, самый вкусный размер. Да. Красавец. Ну, дно закрылось. Да, закрыли дно.
Инскада. Сзади вон там сидят, 2 штуки сразу. Ага. То нет, то сразу двое. Так он просил тут, а сейчас молился. А, ну вот, видишь, сработало. Ваня, что ты раньше молчал? Инскадан. Запутали-то, господи. Ну вот. Один где-то грамм на 250 где-то может быть. Этот под килограмм будет. Этот по 300 даже. Ну вот и закончили мы нашу проверочку. Так, не видно, наверное, что. Вот так. Втроем сегодня по-быстрому проверили наши 30 палок. Наш улов составляет сегодня 7 налимов. Сейчас мы и глянем. Так. Ну, каждому общей сложностью где-то килограмм 5 точно будет, наверное. 7 налимов. Может даже больше. Вон такие вот налимяки. Вот эти два так себе небольшие, 300-граммовики где-то. Вот эти даже 3. Этот может чуть больше. Этот полкилошка. Ну а эти уже больше килограмма по-любому. Это даже ближе к 2, наверное, будет. Вот такие вот 7 налимов. Красавчиков. Да. Вот 20-литровое ведро. Дно закрыли. Ну, если завтра еще столько же, и нормально. Нам много не надо, на уху поймали, и то хорошо. Главное, не пусто. Главное, от нуля ушли. И это здорово. Так что, друзья, Спокойной ночи. спокойной ночи. Всем до свидания. Мы пошли отдыхать. Встретимся завтра на этом же месте. Ну, не в это время, так может чуть раньше. Пораньше. Да. Сегодня, надеюсь, завтра, надеюсь, приедем пораньше. Так что всем пока, всем до свидания, до завтра. Ну вот, друзья мои, на реке. Второй день. Отдохнули, выспались. С утра приехали. Выставили вот удочки. 3 удочки поставил я, перевертыша. Саня 3 удочки. Иван Григорьевич там пытается поймать сига. Поставил вертолет. И вот у нас уже первый улов. Это 2 ёршика. Одного поймал Санька, одного Иван. Ну а я пока бурился. Лунки даже вообще не замерзли. На улице плюсовая температура, идет дождь. Вот такой вот. Какой 9 декабря сегодня. Вон. Вчера проверяли палки, вот они. Не замерзли даже ни капельки. Такая вот у нас зима. Ну что, пробурил я около десятка лунок вдоль побережья. Там вот все, где еж клевал. Ну и хариус тоже, сижок попадал. Окушка даже одного в прошлый раз поймал. Сейчас пройду с удочкой. Если нет, пойду на центр, на яму ставить вставные удочки. Как-то вот так. Ну вот прошло часа 2 уже, как мы на льду. Хариус сик, что-то поклевками не радует. Ершей, правда, мы надергали. Вот их сколько штук, наверное 20-25. Иван Григорьевич, правда, поймал сишка, хариуска. Все, да, 2 поймал. Сик, хариус у Ивана. Саня с разведки пошел оббуривать берег реки. Ну а я решил, пока светло, проверить палки. Благо сегодня они не замерзшие. С собой возьму только лопату, чтобы снег убрать сверху. И все. Короче, проверю. Есть большая надежда, то, что вчера мы насадили около 30 мальков на мелкие крючки, что попадет белая рыба. Это язь или хариус. Ну, посмотрим. Посмотрим и будем делать выводы, что делать дальше. Или переставлять, или ловить мальков, или на червей, или вообще убирать отсюда эти палки. Посмотрим. Поехали проверять.
что-то натяжка, что ли, я не понял. Мелкий налимчик взял на малька. Сейчас попробуем тебя отпустить. Иди гуляй. Иди гуляй, Вася. Надеюсь, ты выживешь. Никого. Дрищ-пакеты, блин. Идите, гуляйте. Ты, друг, заглотил. Пробуем. Не, ты навряд ли выживешь. Ну ладно, иди. Может, и повезет. Может, ты оклемаешься еще. Есть налимчик. Небольшой. Но малька, скорее всего, взял. Заглотил аж по самой никуда. Полезай в кузовок. Ты на малявку позарился. Иди. Если, конечно, получится. Иди. Малявку можешь с собой взять. Да ну нафиг. Неужели кто-то еще и есть? Это смотри, что это палку унесло. Ну, посмотрим. Смогем, не смогем мы вытащить. Что-то есть, друзья. Что-то есть. На тонкий крючочек. Вот он, вот он. Вот Янскадан. Хоть один более-менее. Полторушечка как минимум. Попался за губу. Я уж думал, все будет пусто. Попал, кстати, на малька. Кусок сетки даже запутался. А? Это не сетка. Это, друзья, снасть. Эта снасть называется продольник.
Вот такая вот деревяшечка, тонкая леска и два маленьких крючка. Этот налим у кого-то оборвал вставную удочку, продольник у кого-то оборвал. Вон. Вот такая вот деревяшечка. Тут, скорее всего, был грузик. И вот как колобок получается. От одного рыбака ушел, а от другого рыбака ты не ушел. Вот такие вот два крючка. И вот такой вот налимчик, который ушел от одного рыбака. Вот деревяшечка, два крючочка. У кого-то он ушел с продольника. Вот такой вот красавчик. Вот такой вот красавчик. Вот такой вот красавчик налимчик. Наконец-то Янскадан все-таки клюнул. А так все было пусто и пусто, пусто и пусто. Я уж думал, все. Я пока тут, понимаете ли, проверяю пустые палки. Один налим достойный. Иван Григорьевич тут, оказывается, белую рыбу дергает. Вон. 3 небольших сишка и 3 вот таких вполне съедобных хариуса. Молодец, поздравляю, Иван Григорьевич. Рад приветствовать. У меня один налимчик достойный и все. И штуки 3-4, наверное, отпустил. Хватит нам. Хватит. Сейчас я пойду еще переставлю 10 палок, пока не стемнело, и дергаем домой. Да, идем. Дергаем Алексеева. Ну вот и подошла к концу наша рыбалка. Видно, не видно, так. Кому? Иван Григорьевич, Саня. И меня, наверное, не видно с фонариком. И наш улов. Вот такой вот скромный улов сегодня. 3 хорюска, 3 сишка и 11 налимов. Ну вот если этот подвушечку, это тоже больше килограмма 3 штуки. 4 можно назвать налимами. То эти в районе полкило и меньше. Но каждому по ухе будет. Что есть, то есть. Правильно? Да. Переставили. Да, что дала нам матушка Печора. Переставили. Так, наверное, лучше видно. Переставили местами 10 палок. Вывели на центр, потому что вода падает. С мелкоты вынесли на яму, там метра 4 глубина. Посмотрим, что там скажут. Ну и до встречи на реке. На сегодня наша рыбалка закончилась. Всем пока. Всем до свидания.